деятельности. Глава Коми поручил правительству региона разработать план мероприятий, приуроченных к Году патриотизма, объявленному в Коми в 2015 году. На Координационном совете по делам ветеранов Вячеслав Гайзер призвал подключиться к этой работе и все ветеранские организации республики. Светлана Некрасова о первых решениях. События последних месяцев словно подталкивали главу Коми к принятию решения о проведении в 2015 году патриотизма. Присоединение Крыма, антироссийские санкции и помощь беженцам с Донбасса сплотили жителей. Затем члены Общероссийского народного фронта предложили каждый год определять лучшего призывника региона. Спикер Госсовета рекомендовал сделать упор на патриотическом воспитании. А всего за несколько минут до начала Координационного совета военком республики отрапортовал. Мобилизационное задание Коми выполнила в полном объеме. Призыв закончен. В такой ситуации объявление Года патриотизма – решение логичное. Теперь нужно сформировать план мероприятий. И в этом вопросе Вячеслав Гайзер очень рассчитывает на ветеранов. Я, пользуясь случаем, хотел бы попросить вас активно включиться в работу по формированию такого плана, с тем, чтобы этот план, наверное, был бы, опять же, не для галочки, а на самом деле той основой, которая даст нам возможность в следующем году очень многое сделать и в части нашей молодежи, вот именно патриотического воспитания, и в части того, чтобы лишний раз каждому жителю республики напомнить все-таки, в какой замечательной стране, в какой замечательной республике мы живем и насколько это ценно для нас. Ветеранские организации решение главы горячо поддержали. Они давно в авангарде патриотической работы. Порой ей занимались в одиночку. И вот, наконец, получили мощную поддержку. Хочу заметить, что ветераны всегда, даже в те времена, когда этому вопросу мало уделялись, вопросу патриотизма мы уделяли очень много внимания. Это было одним из основных направлений нашей деятельности. И мы рады, что сегодня подключается всей своей мощью государство к этим вопросам. Частью плана мероприятий, вне всякого сомнения, станут 70-летний юбилей Победы, юбилей воздушно-десантных войск, акция «Знамя Победы». Она охватила все школы региона. Проект еще не завершился, но уже признан одним из лучших в стране. Впрочем, главным итогом года, уверены участники совещания, должны стать не внешние, а внутренние изменения. В принципе, каждый человек должен почувствовать, что он нужен России, что каждый должен и может внести свой вклад в развитие России. Вот это и есть будет оценкой патриотической работы, это будет оценкой патриотизма. Кстати, в Год патриотизма традиционные праздники пройдут по-новому. День Победы постараются сделать более массовым, чтобы его свидетелями стали как можно больше жителей Коми. Есть даже предложение поменять место проведения парада. А вот День ВДВ прописку не поменяет, но пройдет в новом формате. Каком, организаторы пока не говорят, но обещают, десантникам и гостям праздника точно понравится. Светлана Некрасова, Олег Костромин, телеканал Юрган.